Спускаюсь к ЖД. Быстро доехал, не ожидал. Казань. Первый чекпоинт. Дальше нижневизовые старт маршрута. 59 километров. Время почти 5 часов. Ну что ж, вот так вот загрузился. Здесь места побольше. Старый вагон. Вот как-то так поеду. Народу пока нет. Так, итак, станция Свияжская, вокзал. Сейчас будем стартовать. В том году 10 июля стартовали, и в этом году 10 июля. Сейчас вот как вон он паром идет. Красота. Железнодорожный мост, Зеленодольск, Нижневязовые. Переправляемся на пароме. Меня встретил Гульфия из Зеленодольска. Сейчас поедем, посмотрим город, опробуем чак-чак. Заводская часть, можно сказать, Зеленодольска, завод Позиш, Горького завод проехали. Вот здесь, говорят, историческая башня красная у данного завода, да? Да. Интересно. Вон потихоньку подъезжаем в саму городскую часть, как я понимаю. Сейчас мы поедем прямо к парку Победы. Чем славен город Зеленодольск? Какими людьми? Вот так вот, можете сказать навскидку? Ну лыжником, Ларьков, по-моему. Да, Андрей Ларьков, серебряный и бронзовый призер. Да, он же у нас учился еще в ВУЗе. Вот я и знаю, он у нас его даже... Я его видел, мне даже фотографии с ним есть, он да, местная круто. достопримечательность. Ну да, здесь лыжная база есть, говорят, тренировки проходят. Да. Пробуем чак-чак. Он у нас немножко рассыпчатый получился, но хорошо пропитанный медом. Достаточно вкусный. Конечно, это не пятерка, но где-то сколько баллов? 4, наверное. 4. Угу. Уф. Хорошо после чак-чака. Во рту сладко. Выезжаем из Зеленодольска. Пошла трасса на Казань. Пока вот такая вот обочина. Едем по левой стороне. Спасибо большое. Спасибо, что слушали Да. меня 3 часа. Приезжайте в Про наш любимый Зеленодольск. город Вот, Зеленодольск. на велосипеде. Приезжайте, мы всем будем рады. Да. В Успенку заехал. Сейчас проеду ее. В итоге решил не ехать по основной трассе. Там опасно. Я люблю ездить по полям. Никто тебе тут не мешает. Крутой спуск к трассе. Опасненько. Бугульминско-Белебейская возвышенность. Нет ее здесь. Здесь какой-то зеленодольский кряж. Ну и что, мне нравятся такие леса. О, прохлада какая. Опа! Намокли ноги. Ну ладно, сейчас высохнут.
Несколько моментов из истории данного храма. Был построен в 1816 году в честь победы над Наполеоном в Великой Отечественной войне. Осветили в 1826 году только, спустя 10 лет. Вот такими лесами добираюсь до Раифы. Как бы меня кабаны или медведи не съели. Добрался. Купил в Раифе пирожков с картошкой, как люблю. Набрал воды святой. Сижу, наслаждаюсь жизнью. Восстанавливаюсь, чтобы... Ну, я сегодня мало спал. Можно сказать, вообще не спал. Не хочется сейчас по жаре, так еще по оживленной трассе ехать. Сейчас немножко жара спадет, отдохну. И потихоньку поеду, может быть, к вечеру и дам еще километров 50. Пока, Раифа, ты мне дала еду, воду, коров, можно сказать. На некоторое время покой душевный вселила. Хорошее место. Всем советую заезжать сюда почаще. Село Белобезводное. Основано в 1760-х годах примерно. На этом месте называлось Починок Безводный. Здесь вот такое озеро есть. И это центр Раифского сельского поселения. Население около 1000-1200 человек. Баги погнали. Вечерело. До точки, где я хотел быть, 53 километра. Естественно, я не дойду до этой точки. Мне еще 1,5 часа можно покрутить. Я так хочу 80 сделать и все. Наслаждение, просто кайф, вот это пейзаж. Просто живопись. Вот здесь можно картину прямо рисовать. Тут спуск под 30, конечно. Да вот и мечеть в селе Большой Кульбаш. И река Петьялка. Мечеть отделана сайдингом, никакой ценности не представляет. Значит, центральная улица, улица Подгорная. Есть ДК, вот я вижу. Блин, тоже борщевик растет. Ну нифига себе, а. Прям вот в этой части Татарстана. Хей! Зеленодольский за сегодня проехал. Вот он, Высокогорский. И как я предполагал, дорога здесь получше. Ва-ха-ха-ха. Эй! Мы снова на трассе. Еду в Мемдель. Ой, и малыши гоняют на велосипедах-то. Подписались меня. Пока. Десятое июля. Прошел в районе 80 километров. Ночую на вот таком вот озере, где поют лягушки. Не знаю, будет ли это мне мешать спать. Под Айбашем в Высокогорском районе.
подписывайтесь на канал, распространяйте информацию о данном проекте и пока.